В рамках благотворительной акции в честь праздника Курбан-Байрам информационный центр Восточного Туркестана, расположенный в германском Дуйсбурге, организовал раздачу мяса жертвенных животных в Казахстане и Киргизстане. Информационный центр, традицией которого является помощь сиротам и нуждающимся, передал материальную помощь, собранную германскими турками малоимущим в странах Центральной Азии. Сообщив, что мясо жертвенных животных было передано сиротам, вдовам и всем нуждающимся, глава центра Абдуджалил Каракаш заявил, что продолжит благотворительную деятельность. Стало известно, что планирование семьи, стерилизация и принуждение к использованию спиралей, начатые Коммунистической партией Китая в Восточном Туркестане, являются причиной тяжелых заболеваний среди женщин региона. На семинаре ООН, организованном Министерством иностранных дел США под названием «Кризис с правами человека в Восточном Туркестане», выступила бывшая узница Зумрат Давуд, ставшая жертвой данной политики. По ее словам, несмотря на то, что власти утверждают, что спираль безопасна и срок ее эксплуатации составляет 10 лет, через короткое время у женщин наблюдались побочные эффекты, тяжелые заболевания и бесплодие. Согласно отчету регионального комитета здравоохранения Восточного Туркестана, за последние сутки количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 28 и составило 590 человек. 8 случаев из 28 зафиксированных были определены как неинфективные. Новые случаи были зарегистрированы в Урумчи, Кашгаре, Санчи и в рядах гражданской армии Китая, дислоцированной в Уйгурском регионе. Состояние 5 пациентов критическое, а 21 оценивается как стабильно тяжелое. На данный момент общее количество человек, находящихся под карантином, составляет 14 939. Увеличение количества инфицированных китайским вирусом снова обратило внимание мирового сообщества на концентрационные лагеря и трудовую эксплуатацию жителей Восточного Туркестана. Министр иностранных дел США Майк Помпео сообщил, что в ближайшее время правительство Трампа примет жесткие меры в отношении китайских компаний, специализирующихся на программном обеспечении и угрожающих безопасности США. На прошлой неделе Трамп сообщал, что издаст указ о запрете TikTok. Президент сказал: «Довольно, нужно исправить эту ситуацию». В ближайшее время он подпишет указ об устранении рисков, связанных с программами, написанными под контролем Коммунистической партии Китая, цитирует министра иностранных дел США телеканал Fox. На фоне ежедневной конфронтации США с Китаем компания Apple приняла критическое решение. В начале года компания заявила, что удалит из магазина приложений нелицензионные программы. Компаниям-разработчикам была дана отсрочка до 31 июля. В начале месяца Apple удалила из китайского рынка около 3000 приложений, разработчики которых не зарегистрировали свою продукцию. На сегодняшний день компания удалила 29 800 приложений. Среди них и игры крупнейших компаний, таких как Zynga и Supercell. Астронавты НАСА Роберт Бенкен и Даглас Хёрли вечером в воскресенье благополучно вернулись на Землю на борту пилотируемого космического корабля Crew Dragon, разработанного частной американской компанией SpaceX. Космонавты провели на МКС последние 2 месяца. Заключительный этап включал в себя приводнение капсулы с Бенкеном и Хёрли в Мексиканском заливе после 19 часов полета. Их уже подобрало спасательное судно SpaceX Go Navigator. Хёрли и Бенкен покинули космический аппарат после того, как специалисты убедились, что капсулу можно безопасно открыть. SpaceX стала первой частной компанией в мире, которая доставила людей в космос.